Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В первый день февраля свой день рождения отмечает заслуженный работник культуры России и Республики Коми Станислав Пахтушкин. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Работы близятся к финалу. Тепличный комплекс в Сосногорске в конце марта будет запущен в тестовом режиме. Подготовка к итоговой аттестации. Специалисты управления образования ответили на вопросы родителей будущих выпускников. Диалог на равных. В Сосногорске прошли первые встречи в рамках всероссийского проекта. 1 февраля мэтру сосногорской сцены Станиславу Пахтушкину исполнилось 80 лет. Юбиляр известен далеко за пределами своего города и республики. Сегодня он носит звание заслуженного работника культуры России. Я родился в центральном краю Костромском еще в довоенные годы. Я криком своим разбудил весь роддом, глотнув свежий воздух свободы. Сказала тогда акушерка в ночи: «Какой мальчуган голосистый!» Когда новорожденный громко кричит, наверное, он будет артистом. Он не только поэт и композитор, он еще и замечательный исполнитель. Каждое стихотворение в его прочтении – это маленький спектакль, который заставляет зрителя сопереживать, чувствовать, думать. Некоторые читают стихи без души, а я как-то читаю, я сразу весь зал затихает, потому что я читаю грамотно. С чувством, с толком, с расстановкой. Где запятая, там я останавливаюсь, где точка, я вообще молчу. Где восклицательный знак, значит надо восклицать. Где вопросительный, значит знак вопроса надо ставить. Ну, чтобы подобрать правильную интонацию, то да. Через себя пропустить? Обязательно, обязательно, иначе не дойдет до слушателя. Несмотря на возраст, он никогда не теряет юношеского задора и мечтает отметить свое столетие. Когда меня спрашивают, кто долго не видел, как дела, как живешь, как здоровье, я говорю, на голове нет слой волос, во рту своих зубов осталось мало. Уже стучится в дверь старик-склероз и тетка под названием усталость. Но мой девиз – не поддаваться. Своим годам скажу я: нет, ужасно хочется дождаться, когда мне стукнет 100 лет. Основной цикл производства на тепличном комплексе «Сосногорский» запустят в мае. Об этом главе Коми Сергею Гапликову доложил генеральный директор предприятия Павел Трусагин в ходе рабочего совещания по вопросам реализации инвестпроекта. На сегодняшний день на объекте запущено тепло. Это было сделано раньше запланированного срока. А также все необходимое оборудование уже находится на площадке. А вот уже в интервью нашей программе генеральный директор комплекса отметил, что в марте предприятие начнет функционировать в тестовом режиме. О ближайших планах амбициозного проекта узнал Павел Дурников. Строительно-монтажные работы подходят к концу, и сейчас уже ведется пусконаладочная работа. По словам Павла Трусагина, совсем скоро тепличный комплекс в Сосногорске начнет работать в тестовом режиме. Мы ожидаем к концу марта уже готовность рассадного отделения и попытаемся экспериментально высадить первые семена, чтобы посмотреть, как работают наши системы, как они адаптируются к условиям Крайнего Севера и получить некий результат, чтобы уже в мае запустить цикл основного производства. В первую очередь будем высаживать отделение томатов, так как вегетативный срок их порядка 100 дней. Да, чтобы мы уже в августе месяце могли получить первую продукцию. Предварительная стоимость проекта составляет чуть более 3,5 миллиардов рублей. Его реализация предусматривает создание блоков теплиц, энергоцентра, сервисного блока, сетей ресурсообеспечения и ряда других объектов. То есть для того, чтобы запустить производство, на сегодня на площадке все есть. Если говорить о графике финансирования и вообще по оплаты поставки оборудования, оплачено оборудование поставлено порядка 96-97%. От общего объема, да. Это 2,4 миллиарда рублей. Столь внушительная для нашего города и сама площадь тепличного комбината – почти 11 гектар. Количество выращенной продукции хватит, чтобы на четверть закрыть потребность жителей региона в овощах закрытого грунта. Мы переживаем, что сети захотят забрать у нас вообще всю продукцию, да, но мы планируем оставлять на местный оптовый рынок порядка 15-20% нашей продукции. Этого будет более чем достаточно на Ухту, Сосногорск и ближайший район.
Если говорить о стоимости уже готового продукта, то, по словам Трусагина, компания постарается делать ее ниже, но все будет зависеть от рынка. Мы, к сожалению, не можем диктовать условия тем, кто занимается продажами. Да, мы можем отгрузить оптовикам, а какие взаимоотношения будут у оптовика с непосредственным продавцом данной продукции, мы этого сказать не можем. Поэтому наша цена, естественно, будет, разница между прилавком и той, что будем продавать, мы здесь выпускаем продукцию, естественно, разница какая-то будет. И эта разница как раз будет сформирована, исходя из пожеланий тех продавцов, тех оптовиков, которые будут у нас ее закупать. Павел Трусагин также добавляет, что основная миссия комбината – дать потребителю свежий продукт. А это как раз тот самый момент, когда цена будет соответствовать качеству. Павел Дурников, Елена Двожек и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В 3 населенных пунктах Сосногорского района сделают перерасчет за вывоз мусора. Такую информацию распространил Коминформ. Как сообщается на сайте информагентства, регоператор уже обратился с официальным письмом к Коми-энергосбытовой компании о перерасчете начислений по обращению с ТКО. В нашем районе аннулируют счета за ноябрь и декабрь 2018 года жителям Винлы, Порожска и Акима. Как поясняют специалисты, в ноябре-декабре прошлого года региональный оператор не оказывал услуги из-за отсутствия транспортного сообщения. Всего в список на перерасчет попали более 200 труднодоступных населенных пунктов республики. Напомним, новая система обращения с твердыми коммунальными отходами в России работает с начала этого года, а в нашей республике с ноября прошлого. Ежемесячная плата за эту услугу для жителей домов с центральным отоплением составляет 115,5 рублей за одного проживающего. Для тех, у кого печное отопление, 50 рублей 37 копеек. О подготовке к предстоящей государственной итоговой аттестации говорили в рамках прямой линии. Она прошла в Сосногорском филиале общественной приемной главы Коми. Среди звонивших в основном родители будущих выпускников 9 классов. О чем спрашивали специалистов, узнал наш корреспондент. Выпускники этого года начали подготовку к государственной итоговой аттестации. И пока школьники закрепляют знания, родители собирают информацию о предстоящих испытаниях своих детей. Иногда приходится сталкиваться с моментами, когда ответ на тот или иной вопрос могут дать только специалисты. К примеру, как быть, если на один день назначены 2 экзамена по выбранным предметам? Когда родители и дети заполняют заявление на государственную итоговую аттестацию в 9 классе и в 11 классе, они выбирают даты, в которые они проходят экзамены. То есть, естественно, экзамены по выбору, в день их проходит несколько. К примеру, в один день проходит экзамен по географии и по литературе. Таким образом, обучающийся выбирает, в какой день он сдает географию, а в какой литературу. 2 экзамена в один день сдавать, конечно, невозможно. По нормам между экзаменами должно пройти не менее 2 дней. А вот чтобы получить допуск к основному государственному экзамену, в этом году 9-классникам придется пройти итоговое собеседование. Оно будет проводиться во всех школах района 13 февраля. Итоговое собеседование по русскому языку представляет собой испытание для каждого обучающегося в отдельной аудитории с экзаменатором-собеседником и экспертом. А ребенок во время итогового собеседования про себя читает текст, изучает его, потом читает его вслух экзаменатору-собеседнику, рассказывает суть содержания этого текста и отвечает на вопросы экзаменатора-собеседника. Все это техническими средствами осуществляется запись ответов ребенка. Эксперт оценку выставляет, зачет или не зачет. Тем, кто не справится с первого раза, будут даны еще 2 попытки. В ином случае школьник останется в 9 классе на 2-й год. А вот тем, кто все же планирует успешно сдать экзамены и поступить в техникум или колледж, напомним, в этом году в нашем регионе выпускникам будет предоставлено около 5000 бюджетных мест. Причем во многих учебных заведениях в первую очередь будут смотреть на средний балл аттестата. Так что у 9-классников есть еще время его поднять. Павел Дурников, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. А вот для тех, кто только планирует сесть за школьные парты, сегодня, 1 февраля, стартовала приемная кампания в 1 класс. В этом году у родителей первоклассников впервые появилась возможность не стоять в очереди, а подать заявление дистанционно на порталах государственных и образовательных услуг, а также на сайте дети11.рф.
Прием обучающихся в первый класс по закрепленной территории у нас будет проходить с 1 февраля 2019 года по 30 июня 2019 года. Территории у нас закреплены постановлением администрации муниципального района Сосногорск от 23 января 2018 года. С постановлением, уважаемые родители, вы можете ознакомиться как на сайте администрации муниципального района Сосногорск, управления образования, так и на сайте каждой общеобразовательной организации. А уже с 1 июля по 5 сентября текущего года прием в общеобразовательной организации будет осуществляться независимо от места регистрации или места проживания на вакантные места. В случае отсутствия вакантных мест в общеобразовательной организации вы можете обратиться непосредственно в управление образования по адресу город Сосногорск, улица Пушкина, дом 1, кабинет 18. И в этом случае управление образования будет заниматься поиском вакантного места в школах города Сосногорска. В рамках всероссийского проекта «Диалог на равных» в Сосногорском доме детского творчества состоялась встреча молодежи с депутатом районного совета, директором муниципального учреждения «Сосногорск Медиа» Еленой Двожек. Инициатором встречи стали сами школьники. Путем голосования они выбирали того, с кем хотели бы провести беседу на равных и задать интересующие их вопросы лично. В этот день речь шла на разные темы. Поднимались и серьезные политические, переходящие в дискуссию, и даже самые простые, касающиеся личной жизни. Затронули и искусство. Так, например, один из ребят рассказал, что пишет стихи, но не уверен в том, как на них отреагирует читатель. На что сразу получил хороший и полезный совет. Если ты что-то творишь, то вот твой вот этот вот продукт, он рано или поздно он найдет своего читателя, своего того, кого ты зацепишь тем, что ты пишешь. Ты сейчас лучше думай не о том, нужно это кому-то или нет. Если ты это делаешь, значит, это нужно тебе в первую очередь. Тебе есть о чем сказать людям. Ты лучше думай, что ты им говоришь, как ты им говоришь. В таких открытых дискуссиях рождается истина. Молодые люди могут найти для себя ответы на многие вопросы. Елена Владимировна рассказала ребятам о ценностях жизни и призвала молодежь активно проявлять свои способности для реализации самых смелых проектов. Мне очень понравилась сегодняшняя встреча. Я довольно редко бываю на подобных беседах, но мне очень нравится. Много полезного можно узнать. Елена Владимировна рассказала очень много интересного, познавательного, дала советы. То, что никогда не надо сдаваться, надо идти добиваться. Даже, допустим, если те люди говорят, что у тебя что-то не получается, не слушать их и слушать только себя. Никого не слушать, иди навстречу к своим целям и добиваться того, что ты хочешь. Я достаточно удивлена, то, что такой человек и такой открытый, хотя многие люди ее знают, но она остается такой же открытой и веселой, и не боится то же самое сказать, что-то довольно-таки смешное. Диалог длился более часа. Молодые люди долго не хотели отпускать гостя, задавали вопросы, фотографировались на память. Глядя на все это, можно с уверенностью сказать, что потраченное на деловую беседу время прошло совершенно не зря. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. В выходные дни на севере республики сохранится холодная погода. Здесь температурный фон будет на 15-20 градусов ниже обычного. По прогнозам синоптиков, на остальной территории Коми также ожидается усиление морозов. Так, в центральных районах будет в среднем минус 30, на юге на 10 градусов теплее. Это похолодание связано с распространением в наш регион сибирского антициклона с высоким атмосферным давлением. Поэтому его показатели в течение выходных дней будут интенсивно расти. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.